Реалии и надежды. Пресс-конференция мэра по городским вопросам. Бюджет и финансовое состояние муниципалитета. Как обстановка? Удалось все-таки у нас с этим муниципальным долгом, который был каким-то образом его разрулить. На сегодняшний день, вы тоже информацию это помните, мы первое полугодие 2017 года выполнили с профицитом 219 миллионов рублей. На сегодняшний день долг муниципалитета составляет порядка 220 миллионов рублей. Это бюджетный кредит под 0,1%. Поэтому это ни о чем говорящее. И результат этой работы, то, что сегодня мы сэкономили за счет процентов хорошую сумму денег, которую мы сейчас на ближайшую сессию вынесем для перераспределения этих средств. Это что связано с бюджетом. Бюджет следующего года, сказать, что это бюджет развития, я вам не скажу, но это и не бюджет такого, знаете, выживания тоже не скажу. Я прекрасно понимаю, какая ситуация у нас сегодня не только в стране, я прекрасно понимаю, какая ситуация у нас сегодня и в республике. Поэтому сейчас сказать, что у нас все отлично и все хорошо, и мы в следующем году будем жить в шоколаде, это абсолютно не так. Но в любом случае, я думаю, что хуже, чем в этом году, у нас не будет. Благоустройство, сделанное и перспективы. Более 100 тысяч квадратных метров отремонтировали дорог, дворовых территорий, более чем 40 дворовых территорий. На сегодня еще она не закончена. Но в такую погоду, естественно, мы, конечно, работы остановили. Эта работа, она будет продолжена и в следующем году. Однозначно, это даже не обсуждаемая тема. Но в следующем году, кроме дорог и дворов, у нас еще добавятся тротуары. Поэтому в будущий год, я предполагаю, что где-то процентов 30 из выделенных средств будет у нас вложено в тротуары. Планируем к ремонту на следующий год улицы, которые у нас сегодня. Это Октябрьская улица, это Первомайская улица, это улица Советская, это улица Интернациональная, где такой трафик движения очень большой, планируется в следующем году. И точно так же ремонт дворовых территорий, это будет согласовано с депутатским корпусом. Партнерство с крупными компаниями, реконструкция парка КИО. Спасибо, конечно, то, что вместе с нами в этом участвует и «Газпром». Сегодня «Газпром» взял на себя обязательство по части восстановления дамбы. Вы видите, там работы проводятся, спецавтодор вывозит весь этот грунт оттуда, техника помогает управления аварийно-восстановительных работ. У нас отыгран аукцион на ремонт дорожек и освещения, поэтому сегодня эти работы там выполняются, но тоже из-за дождя, понятно. Мы просто немножко опоздали в связи с тем, что объявлен был аукцион, не вышли, видать, у всех были работы, поэтому, конечно, в итоге нам удалось найти подрядчика, уговорить, честно говоря, подрядчика, который вышел, и сегодня он работает. В части ремонта моста, там же тоже у нас есть предварительная договоренность с предпринимателем, который тоже также этот мост восстановит. Партнерство с крупными компаниями 2. Какие объекты Ухты могут получить помощь или появятся новые? В этом году у нас с тех денег, которые были выделены Лукойлом в части социального партнерства, остались деньги. На музыкальную школу, я имею в виду на Кровлю, остались деньги в результате торгов. Эти деньги мы перераспределили, и 1,5 миллиона рублей мы отдали на Кровлю Дома молодежи. И на будущий год с ним достигнута договоренность с Лейфридом, что или это будет в республиканском соглашении записано, или это будет наше муниципальное, но на будущий год они заходят на Дом молодежи и полностью тоже ее будут ремонтировать. Внутри, я имею в виду, и сиденья, и сцену, и все остальное. Поэтому в этом отношении я думаю, что человек слова, он сдержит. Могу сказать, буквально на днях договоренности достигнуты и с генеральным директором «Транснефть» Север. В том парке возле грязолечебницы, где у него планируют сделать велодорожку полностью за их счет, поэтому там, я думаю, тоже мы как-то тоже примем вместе участие, там или освещение это будет, или что, или асфальтирование, но вместе с ними это у нас тоже этот объект у нас появится в городе. Отремонтированная, но все так же скользкая лестница перед ГДК на подъеме на Стилобат. Оставляем или непорядок? Материалы, которые там применены, в части того, что основное, как мы ходим с ГДК, у нас этот мраморное, все там, лестницы мраморные, которые там по бокам-то есть шершавые. Это, конечно, опасно, потому что я сам там упал, честно говорю. Подрядчик был приглашен. На сегодняшний день он материалы заказал в течение 10 дней, он даже до 20 числа должен привезти, и мы эту ситуацию будем устранять. Там, тем более, еще одна дополнительная ступенька должна появиться внизу.
и само это будем устранять. Улица одна, а названий много. Довлатова, Победы или имени Героя России Алексеева. Что верно? Я не знаю, не буду чем обсуждать, вернее, не буду там осуждать, в том числе, каким мотивом того, что когда принимали это решение назвать улицу Довлатова. Я не знаю, абсолютно, никакого отношения. Ну, сидел или там служил он в Чиняворике. Но какое отношение к Ухте имеет этот человек? Не могу понять, чем это было вызвано. У меня тоже, вот честно, вот так вот, если мы уйдем немного, остановимся, то у меня тоже есть люди, которых я очень люблю, очень уважаю, очень ценю, которых нет. Может, мне тоже так принять решение, там, брать несколько общественных организаций, дайте ко мне письмо, давайте вот улицу назовем этим. Может быть, этим мотивирует. Не улицу имени Аслана. Нет, ну не Осман, но я имею в виду, что нельзя так это делать. И сегодня, когда поднимают вопрос, и тем более поднимают вопрос и Совет ветеранов, и многие другие, понять надо, конечно, одно, что сегодня очень будет прийти со своим постановлением, отменить это все. Вы же сами, мы запускали через средства массовой информации, вы сами запускали, там, я не знаю, откуда столько кликов появилось, что нет, его нельзя трогать. Уверен даже в том, что то количество людей, которые проголосовало, вот это количество людей даже не знает, кто такой Довлатов. Возможное расширение улицы Севастопольской. Детали. Вы видите, на Севастопольской тоже это договоренности с предпринимателем, владельцем ярмарки, что мы там расширяем полосу, он работы проводит. На следующий год у нас в планах добавить еще одну полосу туда, и у нас как бы будет Севастопольская расширена еще на одну полосу. В конце, возле заправки, там будет не светофор, там будет стоять кольцо, для того, чтобы расширить это движение, чтобы эта пробка, которая у нас создается в часы пик, она иногда бывает, что аж уходит за кольцо, за мирокольцо туда. Поэтому, чтобы вот это снять, вопрос этот тоже мы на будущий год планируем. Ремонт кровли в школах. На встрече с директорами школ я говорил, что порядка 100 миллионов рублей мы будем направлять им на ремонт именно от кровель. Источники этих средств, я вам тоже могу сказать, мы вот знаете, наверное, да, что мы участвовали в программе переселения с аварийного жилья, где дополнительно к тем средствам, которые были выделены федеральным бюджетом, республиканским, нашим муниципальным обязательным платежам, мы еще дополнительно было выделено порядка 117 миллионов рублей. Вот эти деньги мы планируем, что на следующий год мы их перераспределим на ремонтные работы именно по социальной сфере. Уличное освещение. Выходим на свет. И будет ли доп. Освещение на пешеходных переходах? У нас энергосервисный контракт, который мы очень долго рожали, будем так говорить, но он есть, мы его вывесили, там столько было и требований, столько было всего, то есть то лампочки не то импортозамещение, то всякое это. Мы долго его делали, но он сегодня висит, поэтому я думаю, что люди, которые на него выйдут, ни один человек звонил, что можем ли мы выйти, где это сделано под кого-то именно. Я говорю, это ни под кого не сделано, любой может выйти на этот энергосервисный контракт. Поэтому в части освещения все равно это будет делаться. Я хочу вам сказать единственное, конечно, что где-то отключается на какое-то время, короткий промежуток времени, может и на длинный промежуток времени. Вам просто надо посмотреть то оборудование, которое сегодня есть. Вот это тот же самый элемент для включения. Это еще тех 70-х, 80-х годов, которых надо, конечно, это все менять. Мы уже этот вопрос рассматриваем, уже прошли контрольными проверками, прошли по городу, где поставить именно пешеходные переходы. На пешеходные переходы. Обязательно. Где-то на растяжках, где-то на укрепление на существующих опорах, то есть это есть. Это дополнительно к тому освещению, которое будет энергосервисным, это дополнительно к тому на пешеходных переходах. Это реально, это возможно, это сделаем.